Итак, добрый день, уважаемые абитуриенты. Я рада вас приветствовать в стенах нашего вуза. Для вас он впоследствии станет любимым альма-матер. Ну и, собственно, позвольте представиться, я Вахидова Люция Ванцетовна, исполняю обязанности заведующего кафедрой профессионального и социального образования. Здесь у нас будут две программы, по которым я сегодня буду проводить консультацию. Вообще, позвольте остановиться на форме и процедуре проведения самого экзамена, которую, собственно, уже как традиция входит, будет проводиться в дистанционном формате. Собственно, нужно сказать следующее, что данная программа «Педагогика и психология высшего образования» и «Технологии управленческой деятельности в сфере образования», они будут утверждаться, и, собственно, уже висит программа вступительных испытаний непосредственно по этим двум направлениям, по этим двум магистерским программам. У вас есть уже личный кабинет, и, собственно, вся информация там, списки подавших, расписание экзаменов, которое на одну минуточку будет проводиться 10 августа. Далее, необходимые даты, когда консультация, когда резервный день, если что-то получилось, ну, что-то не случилось именно 10 августа у вас пройти. Далее, ссылки на программу, как я сказала, вступительных испытаний для подготовки непосредственно на сайте. До экзамена вам на почту для приходит логин и пароль для входа уже в систему экзамена. Я прошу обратить внимание, логин и пароль от личного кабинета и на экзамен будут разные. Понятно, что если вдруг не пришло вам такое письмо, то проверьте спам. Разные могут произойти ситуации, поэтому спам не стоит или стоит просматривать. Вы далее проходите по ссылке, поменяете временный пароль на свой, и, собственно, вы с этим логином и с этим паролем уже сдаете в назначенное время вам экзамены. То есть логин и пароль выдается только один раз на все экзамены. Я прошу обратить на это внимание и не путать с различными данными, которые вам будут приходить как абитуриентам на почту. Личный кабинет – это то виртуальное пространство, да, это то место, где есть расписание вступительных испытаний, указана дата. Далее, если у вас будет непосредственно справа кнопка «Сдать онлайн». Да? Вы вводите свой логин, пароль, который до этого приходил на почту, и, собственно, начинаете тестирование. Как только нажали «Начать тестирование», начинается отсчет времени. И, собственно, у меня к вам просьба, уважаемые студенты, уважаемые абитуриенты, следите за временем. Это немаловажный фактор. И, собственно, наша комиссия, работающая с вашими работами, она также учитывает этот показатель как элемент, что называется, успешной сдачи ваших вступительных испытаний. Так, пересдачи не предусмотрены, и самое позднее время входа – это плюс 1,5 часа. Но старайтесь не допускать такой ситуации и понимать, что да, вам это дело нужно. Ну и, собственно, я перейду сейчас к презентации. Надеюсь, что вы все поняли. Ну и поговорим теперь о комплексном экзамене. То есть сейчас мы проведем саму консультацию по комплексному экзамену. Итак, комплексный экзамен. Перед вами два направления подготовки, они идентичны, это педагогика и психология высшего образования и технологии управленческой деятельности в сфере образования. Одно направление подготовки – это профессиональное обучение, то есть система
профессиональной подготовки, до подготовки, переподготовки. Это, собственно, то, о чем мы будем вести речь. Ну и, собственно, в чем особенности вступительного испытания и каковы его особенности, особенности проведения. Вообще на выполнение комплексного экзамена по данному направлению дается 60 минут, то есть 1 астрономический час. Работа в себя включает 25 заданий, то есть это тесты разной типологии и образовательный проект. Я прошу обратить внимание, в большей степени акцентирую на этом ваше внимание, это образовательный проект. Собственно, оценивается все это по 100-бальной шкале. 50 баллов за тест и 50 баллов за образовательный проект. Балл выставляется за полностью верно выполненное задание. Если среди вас есть обучающиеся, которые имеют ограничения возможностей здоровья, они имеют право на увеличение времени, но, опять-таки, не более чем на 1,5 часа. То есть плюс 30 минут у вас есть небольшое такое преимущество. Если мы говорим о вступительных испытаниях, которые проводятся с использованием дистанционных технологий, то вы имеете, как я говорила выше, персональный адрес электронной почты, где вам будут переслана информация с доступом к заданиям. Ну и, собственно, что мы будем говорить дальше. Я не буду останавливаться на стандартных требованиях к устройствам, если мы говорим о дистанционном формате вступительных испытаний. Они являются рядовыми, и я думаю, что у каждого из вас есть такая возможность подключения и выполнения заданий вступительных испытаний в онлайн формате. Так, но, тем не менее, перечислю сами средства. Это, конечно же, компьютер, да, персональный компьютер. Это может быть планшет, это может быть достаточно функциональный гаджет, смартфон, либо iPhone и так далее. Так, какие вводятся ограничения по поводу выполнение заданий. Прежде всего, выполняете задания вы индивидуально, то есть привлечение третьих лиц недопустимо. Далее, предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам. Далее, когда вы используете учебную или справочную литературу, конспекты и иную литературу, которая позволит вам выполнить задание достаточно быстро и правильно. Ну и далее, недопустим поиск информации в сети интернет. Я еще раз напоминаю об ограничении по времени, это 1 час. Поэтому сконцентрируйтесь и, собственно, выполните как сами тестовые задания, так и сам проект. Далее, открывать дополнительные окна в браузере и, собственно, использовать мобильные либо компьютерные устройства другие, кроме самого персонального компьютера. Так, теперь непосредственно по страничке видите, да, я вот заходите на магистратуру, смотрите специальность, ниже по специальности вот эта вот документация предоставлена, то есть программа вступительных экзаменов или испытаний, и там все прописано то, о чем я говорю. Собственно, я руководствуюсь вот данной программой вступительного испытания. И сейчас кратенько буду говорить о том, что из себя представляет этот комплексный экзамен. Как я сказала, он у нас будет состоять из тестов и проекта. Да? В тестах мы обязательно прописываем
Точнее, наши тесты состоят из трех разделов. Первое — это введение в профессионально-педагогическую деятельность. Я прошу прощения за сокращение, но тем не менее она позволит вот так вот эффективно работать. Итак, введение в профессионально-педагогическую деятельность. Здесь у нас будут вопросы, связанные со значением и местом профессионально-педагогического образования в нашей стране. Второе — это система профессионально-педагогического образования в Российской Федерации. То есть здесь мы уже будем рассматривать некоторую иерархию, то есть что, зачем, почем, кто кому подчиняется, какова структура, да, структурно-функциональная модель профессионально-педагогического образования и так далее. Третье — это компетентностно-квалификационные требования к подготовке специалистов именно в системе профессионального образования. То есть здесь речь идет о том, так как вы уже в магистратуре на втором уровне, вы будете рассматривать уже систему среднего профессионального образования, систему высшего образования. Ну и, конечно же, вы должны знать о системе профессиональной подготовки научно-педагогических кадров. Это об аспирантуре. А, Конечно же, здесь также будут вопросы, связанные с особенностями, да, с различиями, с тем, что отличает один уровень от другого, с теми позициями по содержанию и структуре каждого из уровней образования. И, собственно, вот эти вот тесты, они будут включать подобного рода вопросы. Следующий подвопрос — это структура и содержание стандарта педагога профессионального обучения. То есть, да, каким функционалом должен обладать педагог профессионального обучения, то есть это та самая это искомое направление подготовки, на которую вы, собственно, претендуете. Далее, виды профессионально-педагогической деятельности педагога профессионального обучения и личность педагога профессионального обучения. Это то, что касалось первой части тестовых материалов, первого раздела. Второй раздел — общая профессиональная педагогика. Здесь ведется речь уже о тенденциях развития системы образования на современном этапе, о основах, парадигмальных, методологических основах образования. Далее о том, что такое педагогический процесс, то есть более уже частно-дидактические позиции идут, о том, из чего или каким должно быть содержание профессионального образования, что такое педагогическая система, каковы компоненты этой педагогической системы. Далее, конечно же, это психология профессионального образования. Понятно, что мы нацелены на развитие личности, соответственно, это профессиональное становление личности, здесь будут некоторые такие аспекты, и, собственно, психология личности педагога профессионального обучения. И, наконец, третье — педагогические технологии. Это тот раздел, который включает в себя концепции обучения. Это педагогические технологии, связанные с активизацией и интенсификацией деятельности обучающихся. Это педагогические технологии, которые основаны на принципах эффективности управления и организации учебного процесса. Это, конечно же, интерактивные, активные, инновационные технологии в обучении. И, что немаловажно и актуально в последнее время, последние 1,5–2 года, это электронное и смешанное обучение. Да, мы говорим сейчас о дистанте, о гибридном обучении, HyFlex, это все сюда у нас будет входить. Это то, что касалось тестов. Да. Теперь, если говорить о проекте, то здесь важно образовательный проект. Я иногда буду это слово опускать для краткости. И, собственно, проект должен быть представлен в своей актуальности, в ключевом замысле, да, в ключевом
задели, возможно, проблема, с которой вы пришли из образовательной организации к нам и которую вы хотели бы решить. Ну и, собственно, описание этой проблемы, этой педагогической образовательной ситуации и методы достижения результата, сам результат и так далее. Это будет являться у нас описанием. Какая структура образовательного проекта? Понятно, что это титульный лист, да? Он у вас в программе вступительных испытаний представлен. Я прошу придерживаться этой структуры. Далее, актуальность образовательного проекта. И будет хорошо, если вы сразу на 3 уровнях, да, скажем, там, актуальность на международном, либо на мировом, в мировом плане, актуальность в национальном плане, то есть насколько это актуально, важно, значимо для российского образования. И, наконец, актуальность уже регионального либо местного плана. Это то, насколько часто и насколько часто вы встречаетесь с этой задачей, и насколько она сложно решаема. Далее, это замысел образовательного проекта, то есть какая основная идея, которую вы будете в дальнейшем развивать. Далее, описание этой ситуации, почему именно это, почему именно так, почему именно здесь и сейчас вы собираетесь эту ситуацию раскрутить. Далее, к какому результату вы хотите прийти, то есть что вы хотите в итоге получить и как вы будете решать вот эти задачи, позволяющие вам достигнуть этого результата. Конечно же, это обязывает вас, задача образовательного проекта обязывает вас раскрыть методы образовательного проекта, да, какими способами, какими путями вы будете достигать данную цель либо результат. Критерии оценивания образовательного проекта. Каждый из 5 критериев он у нас оценен в 10 баллов, и, собственно, мы будем придерживаться этого. И, собственно, позвольте вам перечислить эти критерии. Это целевое назначение, да, насколько конкретно, насколько четко поставлена цель, насколько задачи, поставленные цели, сопряжены с результатом, который вы собираетесь организовать. Далее, это, конечно же, инновационность, то есть какие вы будете использовать подходы, пути, предложения, когда будете данную цель реализовывать посредством выполнения путей, да, задач, шагов вашего проекта. Третье – это концептуальность, то есть насколько та задача, та цель, тот результат, который вы предполагаете, тот замысел или задел, он опирается на научную концепцию, на управление, на обоснование того, что вы собираетесь реализовывать. Конечно же, это и управляемость, да, то есть как на основе диагностики определить, насколько эта цель действительно актуальна, насколько актуален тот анализ сравнительный либо сопоставительный, насколько четко построен план достижения результата, критерии оценки, да, либо контроля вот этого процесса. Ну и, наконец, воспроизводимость. Насколько ваш проект может быть, насколько он универсален и насколько он может быть приложен к организации процесса в подобного рода образовательных организациях. Ну и, собственно, вот позвольте закончить наши контакты. В частности, я оставила свои контакты. И, собственно, я являюсь руководителем образовательной программы Вахидова Люция Ванцетовна, доцент, исполняю обязанности заведующего кафедрой профессионального и социального образования. Ну и, собственно, на этом позвольте закончить. Ну и, собственно,
Буду ждать вопросов, если вдруг они у вас возникнут. Но еще раз повторю, обращайтесь непосредственно к программе вступительных испытаний. Там все расписано, представлена литература. Литературу мы предлагаем традиционную, классическую. И, собственно, в день вашего экзамена наша комиссия будет присутствовать с начала и до самого конца. Еще раз повторю, что 10 августа у вас будет экзамен, скорее всего, в дистантной форме. Ну и время подключения, начиная с 10 часов до 20:00, у вас будет возможность выполнить ваши вступительные испытания, выполнить проект и выполнить тесты. Надеюсь, что вы меня поняли. Надеюсь, что я на все вопросы, предполагаемые вопросы ответила. И думаю, что, собственно, вы все пройдете достойно эти испытания, и что мы с вами уже в очном формате встретимся 1 сентября, и вы станете нашими уже не абитуриентами, а уже станете полноценными студентами. Я рада буду видеть каждого из вас в стенах нашего университета, и позвольте пожелать вам здоровья, берегите себя, берегите своих близких. И, собственно, на этом я завершаю свою консультацию. Спасибо за внимание. Всего доброго.